Одни люди богатые, другие бедные. Люди имущие думают, что их благосостояние дано им по причине доброкачественности. Нет. Аллах испытывает их. Он смотрит на то, что они будут делать с этим богатством. Также и бедняков испытывает Аллах. Зачастую обладатели богатств бывают с благочестивыми сердцами, и очень часто обладатели богатств бывают с темными сердцами. Зачастую и бедняки бывают с благочестивыми сердцами и с чистыми намерениями, и очень часто бедняки бывают с темными сердцами и с грязными намерениями. Дары, которые дарует Аллах, блага и все хорошее, что делает Аллах, все это для тех людей, у которых сердца благочестивы. Он не смотрит на твое земное богатство, на бедность, наличие или отсутствие еды. Не это учитывается. Блага эти для обладателей смиренных сердец, говорит Аллах. Таким образом, Аллах их возвеличивает перед собой. В Коране сказано: «Воистину, самый почитаемый перед Аллахом среди вас, наиболее богобоязненный». Не тот, у кого сильный род, не тот, у кого больше состояния, не высокий, не красивый, не черный, не белый, а тот среди вас почитаем, кто богобоязнен. В каком случае ты приобретешь богобоязненность? В каком случае достигнешь ее увеличения? Если по истечении каждого дня ты обратишь внимание на свои деяния, если ты будешь бдительным во всем, прошел твой день, ты измеряешь свои деяния. Имам Газали, да будет доволен им Аллах, говорил: ты установи перед собой весы деяний, прежде чем отправиться ко сну. Ты измерь хорошие и плохие из дел своих. Что ты сделал больше, плохое или хорошее? Далее имам Газали приводит хадис пророка, алейхиссаляту вассалям: пусть рабы Аллаха обратят внимание на свои деяния в течение 40 дней. Если в течение 40 дней, если преобладают твои благие дела, ты воздай тогда хвалу Аллаху. Почему? Потому что на это была воля Аллаха. Ибн Атаилля ас-Сакандари, да будет доволен им Аллах, говорил: достаточно нам почета. Достаточно нам почета в том, что Аллах принимает наши благие деяния, и в том, что мы можем их совершать. Какой же большой почет нам дал Господь. И Аллах создал вас и то, что вы делаете, говорит Аллах в Коране. Благие деяния, которые мы делаем, их тоже создал Аллах. Это Он позволяет нам делать добрые дела. Это Аллах дает нам успех. И поэтому, если ты совершаешь благое, если ты можешь читать Коран, если можешь поминать Аллаха, делать добро, раздавать милостыню, устанавливать хорошие взаимоотношения с мусульманами, если ты вежлив и почтителен с людьми, и ты терпелив, знай все эти блага от Аллаха, и воздай ты Ему хвалу за них.